Сәлем достар, қалайсыздар? Кинель күйлеріңіз қалай? Көрмегелі көп болды. Приветствую вас, мои дорогие друзья. Давно не виделись, рада, что вы снова со мной и продолжаете учиться читать по-казахски. Ну а перед экраном с вами я, Юлия, и мы начинаем. Я читаю, вы повторяете за мной. Даже если не получается, все равно повторяйте. Чуть позже мы разберем именно те буквы, которые у вас не получаются. А их, к слову, всего лишь 9 штук. Так что у вас все обязательно получится. Идем. Сәлем, кел танысайық. Сәлем, кел танысайық. Привет, давай знакомиться. Сәлем, әрине танысайық. Сәлем, әрине танысайық. Привет, конечно, давай знакомиться. Сенің атың кім? Как тебя зовут? Сенің атың кім? Как тебя зовут? Менің атым Сергей. Сенің атың кім? Менің атым Сергей. Сенің атың кім? Меня зовут Сергей. А как тебя зовут? Менің атым Юлия. Менің атым Юлия. Меня зовут Юлия. Юлия, бүгін екінші сабақ қай сабақ? Юлия, сегодня второй урок. Какой урок? Так, секундочку. Екінші сабақ қазақ тілі сабағы. Второй урок – урок казахского языка. Екінші сабақ қазақ тілі сабағы. Второй урок – урок казахского языка. Ал үшінші сабақ қай сабағы? А третий урок какой урок? Орыс тілі сабағы, урок русского языка. Көмегіне рахмет. Бүгін математика сабағы болмай ма? Спасибо за помощь. Сегодня будет урок математики. Көмегіне рахмет. Бүгін математика сабағы болмай ма? Спасибо за помощь. Көмегіне рахмет. Бүгін математика сабағы болмай ма? Спасибо за помощь. Сегодня будет урок математики. Көмегіне көп-көп рахмет. Бүгін математика сабағы болмай ма? Спасибо за помощь. Сегодня будет урок математики. Я даже сказала көп-көп. Обычно это говорится, когда хотят сказать большое спасибо. И я бүгін математика сабағы жоқ. И я бүгін математика сабағы жоқ. Да, сегодня математики не будет. И я бүгін математика сабағы жоқ. Да, сегодня математики не будет. Керемет, қандай тамаша жаңалық. Керемет, қандай тамаша жаңалық. Прекрасно. Какая великолепная новость, что сегодня будет математики. Ой. Ну, вы, наверное, хорошо знакомы с математикой, да? Ладно, поднимаем, так скажем, наш текст и учимся его читать. Приступаем. Сәлем, кел танысайық. Сәлем, кел танысайық. Сәлем, кел танысайық. Буква «э» читается очень просто. Пробуем произнести слово «мяч». И после буквы «м», то есть после согласной, буква «я» будет звучать как буква «э». Язык упирается в нижние зубки. И вы помните, что все у нас на полуулыбке в казахском языке. Мяч, сяч, сялем. Ударение на «е». Сялем. Как пишется, так и читается. Это тоже одно из правил казахского языка. Написано «е», значит читаем «е». Салем мы не читаем. Сялем, сялем. Дальше идем. Кель. Представим, что после буквы «л» стоит мягкий знак. Кель. Не кел, а кель. Дальше идем. Танысайық. Таныса. Буква «ы» читается очень кратко, можно сказать, что ее там нет. Кель, таныса, 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 таныса. Йык. В данном случае буква «ы» тоже очень-очень краткая. Можно сказать, что ее здесь нет. Йык. Ну и как произнести букву «к» с хвостиком? Очень просто. Нужно всего лишь откашляться. Да, именно откашляться через букву «к». И у нас получится звук «к». Сәлем, кел танысайық. Сәлем,
кель танысайық. Сәлем, кель танысайық. Давайте знакомиться, друзья. Пишите в комментариях, кто вы и откуда. Сәлем, әрине танысайық. Сәлем, әрине танысайық. Здесь нам с вами нужно разобрать только одно слово. Слово әрине. Әрине, 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 әрине. Я вам говорила всегда, что вот эта палочку с точкой, ее практически не произносят. Но вот в слове әрине или в слове әрине она слышится. Почему? Не знаю. Но факт остается фактом. Я ее очень часто слышу даже у журналистов. Так что ошибки никакой не будет. Әрине или әрине. И так будет верно. Читаем теперь все вместе. Сәлем, әрине танысайық. Или сәлем, әрине танысайық. Кстати, әрине это будет прям вот реально по правилам, когда ударение падает на первый слог. Ой, на последний слог. Но я вот честно скажу, в Казахстане я очень часто слышу именно, когда ударение стоит на втором слоге. Әрине. Почему так? Я не знаю. Но вы знаете, что теперь есть у вас два варианта, а это лучше, чем никакого. Правда? Идем дальше. Сенің атың кім? Сенің атың кім? Итак, вспоминаем, что если пишется «е», значит «е», «сенің» мы не читаем. «Сенің» через «е». Дальше палочка с точкой практически здесь не читается. Так, знаете, лишь намек на нее. Но как она произносится? На легкой полуулыбке кончиком языка тянемся правильно к нижним зубкам. И у нас получается звук «у». Ведь нам нужно что произнести? Правильно, нечто среднее между буквами «у» и «и». И у нас получается звук «у». Сенің, сенің, сенің. Как произнести букву «н» с хвостиком, вот эту вот? Либо обращаемся за помощью к английскому языку и, как бы это правильно сказать, есть там такое понятие, по-моему, как дифтонг. И вот сочетание буквы «н» и буквы «g» в слове English будет звучать вот именно так. English, English, English. Правильно? Все, вы научились ее произносить. И читаем слово целиком. Стенан, стенан, стенан. Ну, как будто у вас нос заложен. Идем дальше. Атом, атом, атом. Буква «ы» практически не читается за счет этого. Ударение у нас переходит на слог «а». И звучит у нас вот что. Атом, атом, атом. Буква «н» у нас в нос читается. Помните, да? Не дотягиваясь кончиком языка до верхнего неба, произносим обычную букву «н». И у нас получается звук «он», атом, атом, атом. И дальше идет слово «км», «км», «км». Читается мягко, но не так, как «и», да? И не так, как «ы». Хотя при чем здесь она? Просто это же парные буквы. Буква «ы» и буква «и». Я вот к чему. А это нечто среднее между этими двумя буквами. Нечто среднее и коротко произносящееся. Вот такие дела. И у нас получается «км», «км», «км». Мягенько так. «Км» и ласково. Сенің атың кім? Идем дальше. Менің атым Сергей. Сенің атың кім? Менің атым Сергей. Сенің атың кім? Смотрите, слово «менің» читается по аналогии со словом «сенің». Ничего сложного. Слово «атом» по аналогии со словом «атом». Просто буква «н» меняется на букву «н», а буква «н» на букву «н». Ничего сложного, правда? Слово «Сергей», а точнее имя Сергей, прочитать тоже легко. Кстати, здесь тоже правило казахского языка. Написана буква «е», значит читается буква «е». Мы же не произносим «Сергей», мы говорим «Сергей». Идем дальше. Сенің атың кім?
только что мы это научились читать. Спускаемся еще чуть-чуть. Читаем Миннатом Юлия. Миннатом Юлия. Мое имя Юлия. Читаем. Юлия, бүгін екінші сабақ. Қай сабақ? Юлия, бүгін екінші сабақ. Қай сабақ? Юли, Юлия. Бүгін, бүгін, бүгін. Буква «ы» читается очень просто. Например, произносим слово «тюль», и после согласной буквы «т» буква «ю» будет звучать как «ы». В казахском языке она обозначается именно вот этим значком. Буква «ы», «ы», «бу», «бүгін», «бүгін». Ударение на «ы», «ын», на первый слог. «Бүгін». В слоге «гн» буква «ы» практически не произносится. В транскрипции можете записать «бүгін», «бүгін». Все, ничего сложного. Екінші, екінші, екінші. Вспоминаем, как читается палочка с точкой. Кончиком языка упираемся в нижние зубки и на полуулыбке произносим нечто среднее и короткое между буквами «ы» и «и». И у нас получается звук «ы». Екін, екінші. Дальше идем. Собак. 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 Пробуем откашляться через букву К. Видите, уже автоматически буква К получается. Через букву К, и у нас получается звук и буква К. 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 Собак. Дальше идем. Кай. 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 Кай собак. Кай собак. Еще раз читаем. Юлия, бүгін екінші сабақ. Қай сабақ? Юлия, бүгін екінші сабақ. Қай сабақ? Дальше читаем. Екінші сабақ. Қазақ тілі сабағы. Еще раз. Екінші сабақ. Қазақ тілі сабағы. Екінші сабақ, қазақ тілі сабағы. Думаю, у вас все получается. И давайте еще разок. Екінші сабақ, қазақ тілі сабағы. Идем дальше. Ал үшінші сабақ, қай сабақ? Ал үшінші сабақ, қай сабақ? Ал үшінші сабақ, қай сабағы. Я думаю, у вас очень легко получается уже читать по слогам, правда? Так что тренируемся, повторяем за мной, и в скорости, есть такое слово, и очень скоро вы научитесь с легкостью читать по-казахски тексты любой сложности. Так что продолжайте со мной заниматься. Оқи беріңіздер. Вот такие дела. Ал үшінші сабақ, қай сабағы? Идем дальше. Орыс тілі сабағы. Орыс. Представим, что в слове орыс буквы «ы» нет. Орыс. Орыс. Тілі. Эту букву, да, букву «о» надо научиться, надо натренировать. Средняя между буквами «ы» и буквой «и». Этот звук нужно прочувствовать. Он не мягкий, как будто там мягкий знак есть. Он не твердый. Вот он, знаете, самая серединка. Тіл. Орыс тілі сабағы. Орыс тілі сабағы. Я думаю, у вас все прекрасно получается. Так что идем дальше. Көмегіне рахмет. Көмегіне рахмет. Разбираем. Буква «ы» звучит здесь как буква «ё» после согласной, да? И у нас получается «ы». В транскрипции можете записать как букву «ё».
Көме, көмегі, көмегіне. Еще раз читаем. Көмегіне рахмет. Көмегіне рахмет. Бүгін математика сабағы болмай ма? Бүгін математика сабағы болмай ма? Көмегіне рахмет. Бүгін математика сабағы болмай ма? И учимся читать. Буква произносится очень просто. Слово пес или утес. И после согласной буква Ё будет звучать как Вот в казахском языке этот звук мы и используем, когда пишем букву О с черточкой. К, көме, көме, көмегі, көмегіне. Көмегіне. Букву Н с хвостиком вы читать уже научились. Слово English вам в помощь. Идем дальше. Рахмет. Рахмет. Рак. Как произнести букву К? Очень просто. Просто откашляться через букву К, и у нас получится звук Х. Рак. Рахмет. Рахмет. Едем дальше. Бүгін. Бүгін. Слово тюль. Убираем букву Т, и после согласной буквы Ю будет звучать как Тюль. Үль. Бүгін. Бүгін. А по втором слоге представим, что этой палочки с точкой вообще не существует. Бүгін. Мягко и красиво. Бүгін. Дальше. Слово математика здесь читается проще всего, правда? Бүгін математика. Бүгін математика. Сабағы. Сабағы вы уже умеете читать? Умеете. Болмайма. Болмайма. Бүгін математика сабағы болмайма. Бүгін математика... Заговариваюсь. Бүгін математика сабағы болмайма. Думаю, у вас все получилось. А если нет, пересмотрите еще несколько раз, и у вас все обязательно получится. Едем дальше. И я бүгін математика сабағы жоқ. Смотрите, здесь уже читать вам все очень легко и просто. Вы каждое слово здесь знаете. Напомню, что в слове «и я» буква звучит как «я». И «я». Можете так записать в транскрипции. И я бүгін математика сабағы жоқ. Букву К в слове жоқ вы читать тоже умеете. И заключительное на сегодня предложение. Керемет. 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 Ударение на слог мет. На последний слог. Керемет. Қандай. Қандай. Тамаша. Тамаша. Жаңалық. Қандай тамаша жаңалық. Дамы и господа, я рада, что у вас все получилось, и вы остаетесь читать по-казахски вместе со мной. Так что, если у вас сегодня еще что-то не пошло по маслу, попробуйте пересмотреть еще раз видео и попробовать еще раз все это проговорить. И я думаю, что у вас с легкостью все получится. Ну а если нет, welcome на мои следующие видео. Я надеюсь, их будет еще очень и очень много, и мы большую часть света научим читать по-казахски. Ну а лайки, шмайки, комментарии окрыляют нашу карму. Можно так сказать? Ну даже если нельзя. В общем, жду вас в следующем видео. Ну все.